Доброе утро, церковь. Уже добрый день. Давайте помолимся. Господь прикоснется к сердцам нашим. Отец, Слово Твое говорит, что Иоанна 6,63. Слова, которые Ты говоришь, Господь, суть дух и жизнь. Пускай сегодня каждое слово проникает в сердца наши, чтобы принести плод, Господь, в 30, 60 и во 100 крат в Царстве Божьем во имя Иисуса. Дорогой Дух Божий, я открываю мое сердце и отдаю мои уста Тебе, мой разум, проговори сегодня, наставляй, назидай, утверждай, подними, подкрепляй во имя Иисуса. Пускай придет сверхъестественное Твое Слово в сердце каждого, который будет ободрять, который будет созидать во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Именем Господа всякую суету на этом месте я связываю. Я провозглашаю полное внимание на Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Аминь. Я хочу напомнить то, что пастор Саша проповедовал прошлое воскресенье. Он говорил, что вообще вся земная жизнь утверждается в двух вещах. То есть это отношение с Господом и отношение с ближним. И это как раз есть заповедь, которой Господь говорит, если ты эти две заповеди исполнишь, то все вместе взято ты исполнил. Другими словами говоря, возлюби Бога и возлюби ближнего. И я сегодня хочу говорить именно о первой заповеди, которая называется «Возлюби Господа». И вообще у нас тема, я в рамках темы семьи хочу преподнести именно то откровение, которое Бог положил в мое сердце. Если кто пишет, можете написать сегодня тему, я назвал «Основание семьи». Семья – это как дом. 2 Коринфянам 5:1 написано, что земной наш дом. Знаете, наше тело – это хижина. Писание говорит, что это хижина. И однажды эта хижина, оно оставится здесь на земле, мы поднимемся на небе. Но это как дом. Если мы как дом, значит семья – это вообще комплекс большого дома. Да? Жена – это дом, муж – это тоже дом, дети тоже дома. И все вместе это большой дом, который называется Божья семья. И на основании этого я хочу просто преподнести то, что Бог положил в мое сердце. Именно, что Бог говорит по поводу семьи. Что является основанием семьи? Или кто? Естественно, мы знаем, что 1 Коринфянам 3:11 написано, что есть основание Иисус Христос. И нет больше другого основания. И Он является основанием не только христианской нашей жизни, Он является и основанием любой семьи христианской. И основанием Иисус еще написано, Иоанна 1:1 написано, что в начале было что? Вот слово есть основание. И написано, что слово стало плотью. И мы знаем, что в многих местописаниях Иисус символизируется в Библии как Слово Божье. Аминь. Это первое, это основание. А что является стенами дома? Как вы думаете? Амос 3:6 написано, что пойдут ли двое, не сговорившись. И написано Матфея 18:19. Если двое или трое из вас согласятся о чем-то. Значит, связь мужа и жены является стеной дома, который мы сегодня обсуждаем, о котором мы сегодня говорим. Значит, есть основания, есть стены. Так? И есть основания, есть стены, а стены, 4 стены, это как раз и является договоренность, когда муж и жена договариваются во всех вопросах, во всех аспектах. Они вместе соглашаются, и этот дом воздвигается выше и выше. А что является крышей этого дома? Как вы думаете? Или кто является? Дух Божий, Дух Святой. Я просто назвал так. Крыша, да, вот покров. Псалом 90 написано, живущий под кровом Всевышнего покоится. То есть мы нарисуем вот такой домик, да, вот домик, крыша, стены и основание. Основание это Иисус, стены это договоренность, это конкретное согласие между мужем и женой, и крыша есть. Римлянам 8:14 написано, водимый Духом Святым, суть Сыны Божьи. То есть Дух Святой нас ведет.
и Он является нашей крышей, нашим покровом. Аминь. Итак, я нарисовал дом. И я хочу сегодня из этого всего, то, что я сказал, я хочу первую часть говорить. Потому что, знаете, много есть абстракций. Говорят, Бог есть основание нашей семьи. Хорошо, Бог есть основание семьи. Но кем Он является вообще более подробно, или, можно сказать, какое определение ты даешь этому основанию? Иоанна 1 глава, 1 стих написано. В начале было Слово, да? Бог есть Слово. Другими словами говоря, возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем, значит, возлюби что? Слово. У меня сегодня задача от Господа и от Духа Святого, когда пастор Саша сказал, что проповедовать, я просто принял конкретно, просто чтобы сегодня мы еще раз возгревали и еще раз возлюбили Слово Божье. Вы знаете, многие из нас читали Библию, многие из нас знают много местописаний. Я лично прочитал 3 раза от корочки до корочки. И читаю до сих пор каждый день. У меня есть принцип, пока один стих не прочитать, не спать. Потому что если не прочитать стих, то можно неизвестно какие сны видеть. Утром вообще просыпаться и еще целый день думать о чем, что ты видел, да? А когда ты стих читаешь, это тебе как защита, как покров. Поэтому я просто поделюсь некоторыми опытами. Но самое главное, чтобы мы просто сегодня открыли для себя. Знаете, много есть в христианстве сказанное слово, что возлюби Господа Бога. Хорошо, возлюби Господа. А что это обозначает? Это обозначает возлюби Слово. Возлюби Его Слово. Что Он тебе говорит о семье. Что Он говорит, как воспитать детей. Что Он говорит, как договориться, сколько детей иметь. Что Он говорит о финансовом бюджете семьи. Что Он говорит о будущей судьбе детей, о их призвании. Что Слово Божие говорит вообще о всех аспектах, которые касаются семьи. Возлюби Господа Бога. Он есть основание нашей семьи. Знаете, нашей семье вообще просто ничего не бывает без Слова Божьего. Ничего мы не принимаем, никаких решений без Слова Божьего. И причем, знаете, Писание, я знаю, жена моя знает, и любое наше вообще судьбоносное решение, оно принимается только Словом Божьим. И причем не одно местописание, в которое говорится, да? Исайя 8:20 написано, что обращайтесь к закону и Писанию, если что-то не говорит так, как значит в нем нету света. Если мысли приходят какие-то, и если мы хотим это принимать решение, то мы принимаем только утверждением Слова Божия. И причем не в одном местописании, а минимум 4 экземплярах, как Евангелие написано. То есть устами 2-3 утверждается истина. Итак, Слово Божье. Давайте откроем 2 Петра, 3 глава. 2 послание Петра. Иногда, знаете, когда смотришь на некоторых христиан, вообще катастрофическое состояние вообще. Духовное состояние вообще просто, именно плакать хочется. И просто не знаешь, о чем молиться, что просить. На самом деле, когда разговариваешь, человек просто все знает, Писание прочитал и все. Но потом приходит на консультацию. Мне приходилось много консультировать, много людей. Вы знаете, в основном 90% из-за того, что нету знаний, нету слова, человек страдает. Написано 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Возлюбленные, посмотрите сюда. На самом деле, Бог здесь говорит, что каждому из нас дано драгоценное обещание. В Его Слове написано о тех именно бриллиантах и золотах, которые мир ищет. Здесь написано где и как. И Господь говорит, уже вам даровано, уже вам дана уже. Вы знаете, в многих семьях нету баланса, нету, скажем, атмосферы, которую можно назвать радостью. Нету атмосферы, которую можно назвать единством. Но Бог уже даровал. Галатам 4 глава 1 стих написано, что пока наследник находится в действии,
он наравне как раб. Ну, он сравнивается как рабу. Почему? Потому что он в действии. Возлюбленный, сегодняшнее мое слово и проповедь, я хочу просто, чтобы Господь в конце коснулся сердца наше, чтобы мы приняли решение еще дальше углубиться в Его Слове, чтобы расти, чтобы не оставаться. Мы все-таки наследники Божьи. И Бог, Ефесянам 1:11 написано, что мы соделались наследниками Христа. Господь говорит, вся земля моя, 23 глава Псалом, написано, вся земля Господня. Это в том случае, когда вся земля Господня, а, слушай, все то, что на земле, это тоже Господня. Все то, что видишь, это Господня. А почему не у меня? А потому что мне надо, чтобы что-то открылся. Потому что я должен поставить под собой именно те откровения, которые в Его Писании. Здесь написано в 3 стихе. Через чего я получаю? Через познание призвавшего меня Иисуса Христа. Иисус есть Слово. Вы знаете, многие христиане сегодня увлекаются разными явлениями, разными какими-то вещами, которые вообще абсолютно не связаны с Словом Божьим. Кто-то говорит, вот там проявления, там бриллианты падают, там жемчуг, там молились, или там какие-то там разные проявления. И чудеса, бегают за чудесами, оставляя Слово. Это в том случае, когда Господь говорит, Иисус, Он есть хлеб, шедший с небес. Он конкретное слово. Если есть какой-то вопрос в семье, есть слово для этого. Если есть какие-то проблемы, есть решение, есть победа, есть слово. Аминь. Господь говорит, уже даровано. Скажите мне, пожалуйста, я просто на ночной молитве вдруг просто Бог коснулся и вспомнил Давида. Давид, он имел... Кто нуждается в финансах? Поднимите руки. Все это абстрактно. Кто конкретно? Бог хочет видеть. Считаешь ли тебя нуждающимся в финансах? Вот, послушай. Это значит слово для тебя. Значит, я хочу вопрос задавать. Что Бог давал Давиду? Что Давид в итоге, в конце, имел столько золота и серебра, столько этих драгоценностей, которые принес в жертву. Что Бог ему дал? Оставим ответ потом в конце. Давайте скажем Моисей, да? Что дал Моисею Бог, который 3 миллиона израильтян Бог вывел из рабства Египта, которые 430 лет они пахали там и делали кирпичи. Скажите, что Моисею Бог дал? Слушайте, Авраам, который, он действительно, Бог нашел его в Бытие 18:19. Написано, что Бог увидел Авраама и сказал, точно, вообще на земле просто полностью распутство. И не было человека, с кем вообще иметь контакт. И он увидел Авраама и говорит, точно, от него произойдет сильный народ. И он в 75 лет говорит, у тебя будет сын. От тебя, именно от твоего чрева. Скажите, что ему дал Бог? Что ему дал? Что ему путевку дал в институт, чтобы искусственно плодотворение произошло? Еще вопрос. Можно перечислить. Даниилу что давал Бог? Иосифу что давал? Иосиф вообще, он увидел сон. И он был мальчиком, вообще обыкновенным мальчиком, который среди нас тоже бегают мальчики, и которые тоже могут завтра стать Иосифом будущим. И что Бог ему дал, который потом в итоге он стал вторым человеком в Египте? Он дал Слово. Бог дал Слово. Апостолы, они были просто обыкновенные люди, которые ловили рыбу, которые ходили среди всех простых людей, по обряду ходили в субботу в синагогу, молились со всеми. Что Бог им дал, что они стали великими людьми. Сегодня идешь вообще Петроград, идешь вообще просто Андреевский площадь, там, имена ихние. О чем говорит, что завтра будет Новый Иерусалим, который построен на основании этих апостолов. Что Бог им дал? Бог дал Слово. Слово это не просто абстрактное, знаете, раз и это самое Слово это действительно, каждое слово сказано, в нем есть Дух. Сегодня то, что вы слышите, то, что из уст моих выходит, Дух есть там. И оно коснется, не может оставить Дух Святой покоя, пока на самом деле мы не примем решение, чтобы просто вникать в Писание, читать, принимать то, что Бог говорит о нашей судьбе, о нашем призвании. На самом деле Бог
дал слово каждому этих помазанников, каждым великим людям. Пастор Сандей, он приехал с $20 в кармане в Украину. Приехал просто журналист красным, что Бог ему дал. А потом в итоге стал 25 тысяч человек вообще в церкви. Живой человек, это уже не легенда, где-то в Библии написано, а вот мы соприкасались с ним, вообще вместе служили, дружили вместе. До сих пор дружим. И что Бог ему дал? Он приехал вообще, собрались в 99 году, весь этот консилиум силовиков страны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, в общем, министр обороны, министр КГБ, ФСБ и все остальное, все вместе собрали, президент, премьер-министр и спикер парламента. Сидят, говорят, что сделать с этим Сандеем, слушай. В повестке дня один вопрос. Что сделать с Андреем Адыладжем? Все газеты пишут, все телевидение показывают, одни говорят, надо его выгнать, другие говорят, он великий человек, третьи говорят, вообще, слушайте, давайте его будем изучать. Институт, это самое, там Министерство здравоохранения приходят, сидят и говорят, слушай, а что тут творится? Давайте комиссию создали и проверяют. Проверяют, что происходит здесь, как это исцеляет. Сандей, как исцеляет? Сели комиссия, проверяют, слушай, чудо произошло. Ихние люди, которые пришли с больные, которых привезли, они получили исцеление. Прямо вот из онкологического центра автобусом загрузили их, привезли, и все, исцеление сплошное, Ну, там, может, у одного-двоих там из 40. И сидят, говорят, заключение пишут. Там происходит чудо. Мы ничего не можем сказать. Что Бог ему дал? Это самая мощная церковь в Украине, которая вообще поднимает политиков, поднимает разных уровнях влиятельных людей. Бог дал слово. Сегодня мы сидим здесь. Я хотел кое-что сделать. Я пропустил, я сейчас сделаю. Пастор Саша приехал вообще сюда. Что он имел? Когда вот он рассказывал, говорит, приехал, говорит, в Праге, сидел там, Прага 9, там есть такое большое место. И говорит, все, уже приехал. Что тут делать? С чего начать? Людей там, пару человек там знаю, и все. Что дальше? Что дальше? Как это? Сегодня есть церковь. И Бог ему дал слово. Возлюбленные, на самом деле, хочу кое-что попросить. Значит, Ефесянам 6, 19, 20. Вы не открывайте, я просто местописание скажу, вы посмотрите, и потом, вы получите то же самое подтверждение. 2 Фессалоникийцам 3:1. 1 Фессалоникийцам 5:25, Евреям 13:18. В этих местописаниях апостол Павел пишет, молитесь за нас. И пастора Саши нет. Я хочу попросить, чтобы здесь Бог создал вообще молитву за него. Вы знаете, на самом деле созрело это время молиться за служителей, во-первых, за пастора, молиться за Арайка. Многие из нас не знают, какую вот работу он делает, которую многие не видим. Надо ходатайствовать, надо молиться, потому что если на нас идет атака одно, то на них идет в 10-кратном размере. Молиться за пресвитеров. Но я сейчас в данный момент говорю конкретно о пасторе Саше. Я бы хотел призвать, знаете, чтобы в день хотя бы 10 минут, но конкретно, четко стрелу отправить в духовный мир. И защищать его, и молиться, ходатайствовать. Есть люди, которые хотели бы молиться, поднимите руки. Я просто не отходя от кассы, Игорь, подойди сюда, пожалуйста. Миша, тоже подойди сюда. Я просто хотел попросить, чтобы мы просто дублировали вместе, да? Поднимите выше. Пока я буду продолжать слово, да? Пожалуйста, в конце подходите Игорю и Мишу и запишитесь, пожалуйста. Я верю, с этого рождается ваше благословение. Когда ты молишься за помазанника, ты молишься за человека, предназначенного Богом, то благословение приходит в твою жизнь. Почему надо молиться? Потому что, пастор, он есть ковчег. Знаете, ковчег? Ящик, ковчег. Кто видел, кто представляет, что такое ковчег? Запечатанный, ящик, нашими словами говоря. Красиво сделано, ангелами. Ковчег немножко побольше, конечно, размерами. Там, по-моему, сколько там, 6 или 7 локтев там. Да, и там скрижали лежали. А скрижали это есть, конкретно откровение. Откровение и Божья вообще воля там, вложена.
слово, которое есть именно откровение о воле Его, что Он хочет от человека. И поэтому пастор Саша, он есть ковчег для церкви, амбассада Божья. И если не молиться за него, то будет, за него Бог найдет, кто будет молиться. Но я не знаю. Поэтому я призываю, вот с этого дня, вот каждый день, это уже технический вопрос, да? Вы будете обсуждать, как спасибо, присаживайтесь. По 15 минут молиться, я не знаю. Собраться, я думаю, что технически, может, нереально будет, но именно просто телефонным звонком, в режиме, да, вот кто-то неделю один раз пост взять за пастора, это вообще, слушайте, это я не знаю, это прорыв наш будет вообще, прорыв человека, который берет пост и молится. За Райка надо молиться тоже. Человек столько делает, и столько... Дьявол же, он злится, дьявол хочет атаковать, и атаки идут. Поэтому я прошу и умоляю ради Христа, и просто проявим зрелость духовное, понимание. На самом деле церковь уже созрела, чтобы... Я помню, в 96-м году я пришел в церковь Слово Веры в Киеве. Покаялся в июне месяце, в 96-м году. И в 96-м году, в августе месяце, у нас был администратор, Генри его звали, он темнокожий, брат потом поехал в Англию. И Бог положил его в сердце, чтобы начинать молиться за пастора Сандея. И вы знаете, мы перед служением, мы за час собирались и молились за пастора Сандея. Слушайте, мы начали молиться за пастора Сандея, проблемы начались. Короче, там одна бабушка, там, говорит, внучка раньше мальчиков, парней приводила, они шампанское выпивали. Нормальные ребята были, а сейчас, говорит, не приводит мальчиков, шампанский не пьет, не курит, вообще какая-то странная стала. И пошла в это самое МВД, заявление написала, что моя внучка попала в секту, короче. А другая женщина тоже заявление написала, что это самое вот, разберитесь, короче, сын попал в какую-то секту. Говорят, он же наркоман, он же освободился. Да лучше пускай он наркоманом, он же умрет. Говорит, лучше умрет, чем этому негру попадет. Вот такие люди создались, и пошла проблема, короче. Знаете, вопрос, это не проблема, это был рост. Именно в этот момент началась церковь расти. Слушайте, на каждом служении 100 человек. Пастор Сандей вообще, он начал так расширяться, его крылья увеличивались, короче. Вера усиливалась, слушайте. Чудеса начали происходить. Раковые болезни уходили. Люди воскрешались, слушай, слепые прямо на служении. Приводили женщину одну, и прямо вот чудеса за чудесами. Люди росли. Те, которые были в пустыне, просто вышли из пустыни. Бог благословлял, финансово благословлял. Какая-то женщина пришла и деньги вынесла. Пастор говорит, слушайте, свидетельство такое, деньги благословили на то время купить BMW, пятерка. Это вообще в 96-м году, это только крутые ребята имели. Потом кто-то, круглый Мерседес. Короче, движение пошло, знаете, люди начали каяться. И именно после этих молитв церковь начала расти. И знаете, по мере роста церкви, вообще, что такое рост? Давайте скажем рост. Не, громче скажите рост. Определение слова рост – это постоянная перемена. Хочешь, запиши. Что такое рост? Это постоянная перемена. Когда ты растешь, твоя жизнь в перемене находится. Ты в конвейере, ты поднимаешься. Перемена не к худшему, а перемена к лучшему. Аминь. Аллилуйя. Пускай Бог благословит наши молитвы. И надо молиться за Арайка тоже. На самом деле Бог многие вещи хочет сделать здесь. У Бога есть вообще воля вообще просто эту страну просто поднять. На самом деле надо любить Чехию. Надо вообще просто расширить возможности, не возможности, а расширить то, что делается. То есть ту работу, которая делается. Бог хочет, Бог ждет. И люди тоже ждут. Мир ждет. Написано Римлянам 8:17, да? Что мир, говорит, вся творение ожидает откровения от сынов Божьих. И как классно было, когда на Пасху вышли, вообще это была бомба вообще. Вот так надо каждый месяц. Аллилуйя, я продолжаю. Итак, что делает Слово? Вот теперь вы можете написать, что делает Слово. Я хочу дать 12 пунктов, что делает Слово, и после этого вопрос задать, молиться за это или нет. Первое, Слово творит. Псалом 32:6. Слово творит. Написано, что Словом создано, сотворено все. Иоанна 1:1 написано, что ничего не стало бить, как только через Слово стало бить.
ничего не было, земля была пуста. Но Бог сказал слово, и оно сотворилось. Слово творит. Следующее, что Бог дает, через слово, что слово делает. Исайя 55, 10, 11 написано, что слово дает способность рождать. Вот кто-то нуждается в том, чтобы дети рождались. Мы сегодня помолимся, чтобы дети рождались в Царстве Божьем во имя Иисуса. Но рождать или что-то произвести, это делает слово. Написано слово, которое Бог говорит, я посылаю на землю, не возвращается ко мне тщетным, доколе не исполнит, не произрастит и не сделает способным землю, чтобы плод дала. То есть слово, оно делает способным рождать. Рождать и физически детей, да, слово. Потому что Аврааму Бог пришел и сказал, будешь рождать детей. Все, ты тоже будешь рождать детей. И рождать, конечно же, и можно сказать, в смысле, как можно сказать, духовно, короче. Духовно рождать или родить какое-то дело. Родить собственное дело, родить свой бизнес, родить свое служение, родить какие-то дела здесь на земле. Бог словом своим делает способным. Следующее, что делает слово? Слово дает свет. 118, 105. Псалом 118, 105. Написано, что слово твое, Давид говорит, делает моим ногам как светильник. Я вижу. Когда есть слово, тогда ты видишь, куда идти. Когда есть слово, ты знаешь, в твоем разуме приходит свет, в твоем сердце приходит свет. Если где-то ты чувствуешь немощь духовно, ты не знаешь, как слово приходит конкретно, ты получаешь конкретно. Я один раз попал в какой-то сайт, короче, там вообще, ужасный сайт, короче, там, людей убивали, короче. Я смотрю, и с одной стороны, я не видел такое, убивают конкретно, этих мусульмане там режут голову, там все смотрю, а потом вдруг этот момент Дух мне говорит, открывай Аввакум 1:13. Написано, что не свойственно очам твоим смотреть на беззаконие. Слово пришло и просто все, Господь, вопросы вычеркнул вообще и забыл вообще. И знаете, вроде не грех, да, как не грех, слушай, зачем ты сидишь, смотришь, это зло вообще. А слово пришло, слово дало свет, и написано, что твоим очам не свойственно смотреть на беззаконие. Следующее, что слово делает, в 118:50 написано, что слово оживляет. Слушайте, на самом деле в христианстве есть этапы разные. Есть духовная зима, есть духовное лето, есть духовная осень, есть духовная весна. И на самом деле есть моменты, когда, знаете, приходит упадок. Приходит момент, когда человек просто немножко ослабевает. Где-то, может быть, уже становится по-привычному. Знаете, по-привычному просто приходит в церковь, по-привычному читает. Никаких откровений. Обряд исполнил, прочитал, положил, Господь прочитал. Все, я пошел спать. Короче, обряд выполнен. Или же это самое, молится, по обряду молится, чувствует жизни нет, потому что потерял дух. А когда слово приходит, слово оживляет. 118:50. Слово имеет способность оживлять. Вообще-то это слово можно даже и применить именно на немощного человека, который находится в состоянии болезни, который почти умирает. Слово приходит, и Бог исцеляет. Экклесиаст 8:4 написано, что Слово проявляет власть Божию. Если в нашей жизни где-то мы нуждаемся в том, чтобы дьявол или демонические силы просто остановились, Слово говоришь, провозглашаешь, и там проявляется власть Божия. Ты говоришь властью Господа именем Иисуса. Господь сказал, что ты будешь наступать. Я наступаю именем Иисуса Христа на всякие демонические силы на пути моей жизни во имя Иисуса или вокруг моей семьи и так далее. Следующее. Иоанна 6, 48, 50. Написано, что хлеб, говорит, я есть хлеб. Иисус говорит, я есть хлеб. И многие местописания есть, которые подтверждают, что Слово, оно насыщает, как хлеб. Слово насыщает нашу голодную душу. Наш дух кормит Слово. И мы
насыщаемся, ободряемся, идем дальше. Откровение 12:11. Слово дает побеждать над лукавым. Словом свидетельства, говорит, мы поражаем. Словом свидетельства, словом. 106, Псалом 20 стих и Матфея 8:10 написано, что слово исцеляет и избавляет от могил. Сотник сказал Господу, настолько он сильную веру имел, он что сказал, Господь, только скажи слово, больше ничего не надо. Даже не надо, чтобы ты физически пришел ко мне домой. Только скажи слово, и исцелится слуга мой. Слово исцеляет и избавляет от могил. Слово как огонь и как молот, который разбивает вообще скалу. Еремия 23 глава, 29 стих. Слово дает радость и веселье. Иеремия 15:16. Когда ты находишься в состоянии, в таком унылом состоянии, и в этот момент Господь говорит, бери и читай Слово. Когда ты берешь, читаешь Слово, ты наполняешься, и Господь говорит, у тебя все будет хорошо. Если даже ты трудности проходишь, ты открываешь, со мной как было однажды, давление, и вдруг говорит, бери, читай 42 глава Исаия. Я открываю, и 2-3 стих написано, если ты через даже огонь пройдешь, то пламя не опалит. Если ты через реки пройдешь, воды не потопят. Слушай, как не радоваться, Господь говорит, все, дьявол, ты поражен, пошел вон. И, конечно же, слово взращивает в вере. 10 глава Римлянам, 17 стих написано, что откуда вера? Многие люди говорят, вот мне говорят, у тебя вера. Вера откуда? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если кто хочет усилить, если кто хочет взращивать свой дух именно в вере, нужно наполняться Словом Божьим. Возлюбленный, послушайте, на самом деле Господь даже свое Слово, Он поставил превыше всякого имени, написано, 137 Псалом, 2 стих. Превыше всякого имени. Превыше всякого имени. Потому что Бог есть сам Слово. Возлюбленные, давайте мы оставим всякую фантастику и иллюзию. На самом деле, если есть проблемы, есть решение, есть ответ в Писании. Мы иногда можем обращаться к человеку, вместо того, чтобы обращаться к Богу и обращаться к Слову. На самом деле в Слове есть решение на все вопросы. Даже если какие-то трудности, есть решение, есть подкрепление, есть созидающее Слово, когда твоя вера созидается. Поэтому нужно просто обращаться к Слову. На самом деле вера в Бога – это вера в Его Слово. Возлюбленный, на самом деле возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Это абстрактно сказано. Если мы не будем давать определение этому слову, как возлюбить? Вот слово, читай. Настолько, больше, чем хлеба. Больше, чем, я не знаю, что ты можешь назвать. Больше всего, то, что вокруг тебя. То, что в тебе. Вот слово. Возлюби его всем сердцем твоим. А что обозначает всем сердцем? Это обозначает, оно просто у тебя в глазах. Вы знаете, я не говорю о этой корочке, да, вот здесь кожаной. Я не об этом говорю. Я говорю о слове. Было такое свидетельство, один индус, он принял Иисуса Христа и приехал в Индию, у него была Библия, и у него Библию забрали. И он уже прочитал эту самую Библию, он сам свидетель, я, говорит, один раз уже прочитал и наполнялся словом, говорит, ну хорошо, вы забирайте вот эту бумагу, да, но слово, которое есть дух, оно уже внутри меня, вытащите из моего сердца, можете, не можете, все, уже оно вошло. На самом деле, когда ты насыщаешься его словом, слушай, на самом деле трудно дьяволу тебе сбить с своей пути. Поэтому я сегодня что делаю? Я сегодня возгреваю любовь к Писанию, Слово Божие. Возлюбленные, на самом деле, многие христиане сегодня в мире, вообще во всем мире, имеют трудности, имеют проблему, но оставляя Слово, идут, обращаются куда хочешь, но только не Слово Божие. Я всякий раз, когда давление я чувствую, я прихожу, закрываюсь в комнате, я говорю, Господь, пока Слово Твое не откроешь, я не выйду отсюда. Пока ты не скажешь. Слушайте, это не просто написано, что Слово Божие, оно живо и действенно. Иоанна 6,63. Оно не просто живо и действенно, оно просто живее, чем я дышу. Вообще, просто ты
Ты вопрос задаешь, и он говорит, открывай это местописание. Ты наизусть не знаешь все Писание, да? Там, например, такой-то глава, такой-то это самый стих. И ты открываешь, ты вопрос, почему Господь так? А он говорит, потому что то-то, то-то. И пошло. Все, Господь, я благодарю. Неужели ты здесь, Господь? Неужели твое слово живо? Господь, а почему это? А потому что то-то, то-то, то-то. Хочу свидетельствовать именно о Слове Божьем. В 97 году я взял пост, длительный пост. Такое длительное, что 3 раза по 40 дней. Короче, 3-й раз, когда я взял 40-дневный пост, один брат говорит, слушай, ты вообще, у тебя крыша идет, короче. Ты вообще ты увлекаешься уже с постом. Я похудел 25 килограмм, короче, и он говорит, ты вообще, это не от Бога 100%. Короче, жена мне говорит, хватит уже сколько, зачем поститься? И многие куда не идешь, ты не трубишь, что я пощусь, а как бы ни было, домашняя группа, кушай, нет. Опять ты пости начинает. Слушай, теперь прекратите, что вы делаете тему, обсуждения. В посте что произошло? Произошло такое вообще чудо, слово я получил от него. Я просто, все вокруг меня давление. Слушай, зачем пост, зачем ты постишься? И уже 3-й пост. Внимание, именно о том, что я говорю. Сейчас 3-й пост, это я в октябре месяце, в конце сентября взял, и должен, уже вошел в октябрь, неделя прошло. И, все давление такое создали мне. Я пришел в комнату, говорю, Господь, подтверди, что этот пост от Тебя. Если не от Тебя, я вообще может быть, действительно увлекаюсь уже. Я не знаю, крыша едет, я уже привык поститься, для меня это сам. И, Господь говорит, открывай, говорит, Захария 8, 18, 19. Это яркое свидетельство, яркое просто. И, в общем, я пришел и слезами молюсь, говорю, Господь, я же делаю ради того, чтобы все было лучше, давление создает. Куда я попал? Между каким-то пространством. И Господь, говорит, возьми, читай Захария 8, 18, 19. Я не знаю, что там написано. Беру, открываю, вопрос задаю ему, о посте. Слушайте, бомба. Я прыгал до потолка, когда я узнал именно график этих постов. Послушайте, я постился в марте месяце, началось в марте 29-го, закончилось 6 или 7 мая, помню. Потом пост взял в июле месяце. Потом этот 3-й пост взял в конце сентября, и октябрь уже первые числа, И в конце, в октябре, я ему вопрос задаю, и он мне говорит, и было слово Господне Саваофа ко мне. Я закрываю, и говорю, Господь, уже мне страшно, что дальше? Господь открывает. Так говорит Господь Саваоф. Пост 4 месяца, пост 5, пост 7, пост 10 соделается для дома Иудина радостью и весельем, торжеством, только любите истинный мир. Слушай, я сижу, уже календарь считаю, когда был первый пост? Ага, в марте 29, пост 4, Господь. Потом считаю, слушай, и в июле месяце, июле месяце, слушай, это октябрь, это уже... Господь, неужели ты знал, что здесь написано? И я, как это, как что поставить, скажи мне, слово живо, оно действенно. Слушай, я вышел с этого комнаты, говорю, ребята, аллилуйя. Мне не надо пищи, ничего, все, я молюсь и продолжаю поститься во имя Иисуса. Я наполнялся, те, которые кушали, они вяло ходили, а я вообще не кушал. Я ободренный, я хожу просто, Господь, я слово говорю, вообще человек вообще плачет, я ему проповедую, он кается вообще, целый автобус и все, движение, слушай. Слово живо и действенно. Много таких примеров. По поводу финансов, тоже пост взял, Бог открыл. Много местописаний. Бог живо говорит, потому что то-то, то-то, то-то. Господь, я не знаю, как люди должны поверить. Сделай что-нибудь сегодня вообще, просто я не знаю. Пускай просто больше, чем колбасы и хлеба, больше, чем тортов, больше, чем чая, больше, чем пищи будет Слово Божье, слушай, на вершине нашего взора, нашего внимания. Я буду молиться. Слушайте, я взял кодекс Украины, семейный кодекс, и это российский кодекс семьи. Я просто хотел сказать, на чем основывается. Все-таки, наверное, прочту, до молитвы.
кто считается мир даже, вот на самом деле, ладно, не буду это читать, короче, вы потом посмотрите, семейный кодекс, написано, что оно строится взаимоуважение, взаимопочтение, это в семейном кодексе. И то же самое украинский семейный кодекс, там статьи, в общем, я выписал, я просто бегом и это сам оставил. Чешский? Надо посмотреть. Ну, если не успели здесь подсовывать, здесь написано, что как заключается основа брака, да? Здесь написано между мужчиной и женщиной. Может быть, я не знаю, в тех странах там уже между мужчиной или можно между мужчиной и женщиной. Может быть, написано так, я не знаю. Но в крайнем случае, слава Богу, пока такой освященный закон, и слава Богу. Колоссянам 3:16. Вы знаете, может быть, кто-то хотел, чтобы пастор Армен какое-то откровение, там красиво, там сложено, какие-то там, скажем, так звучит вообще. Но я просто хочу самое простое, чтобы в наших сердцах родилось вообще просто новое желание, на самом деле, стремиться к Слову. Чтобы это Слово стало вообще модным, популярным, чтобы это Слово вообще... Вот поднимите руки, кто 3 раза прочитал Библию от корочки до корочки? Никто. Наташа, слава Богу. А кто 2 раза? Миша, слава Богу. Кто 1 раз? О, слава Богу, давайте воздадим слава Богу. А кто не читал вообще полностью от корочки до корочки? Слушайте, столько драгоценностей есть, возлюбленный. Сегодня вообще для нас, чтобы мы просто полюбили это слово. Чтобы мы просто проникали. На самом деле, пускай наш уикенд или отдых мы находим здесь. Если поставить перед собой задачу, за год можно прочитать всю Библию. Знаете, на самом деле, просто как я читал. У меня получилось так, что когда пришел к Богу, украли мои документы, паспорт, техпаспорт автомобиля, все, военный билет, все, короче. Ну, я стал, в общем, птичкой, короче, летящим в воздухе, который не знал, где. Мне спрашивают, какой адрес. Я не знаю, какой адрес. Украли паспорт, пришел паспортный стол, говорю, дайте мне новый паспорт. Какой паспорт? Как какой паспорт? Я же прописан был по этому адресу. Это, говорит, неправильно, ты не прописан был. Как, вы что? Короче, мне выгнали, А там, оказывается, криминал. Там 24 человека прописаны были на одном доме, А потом это бегом пошли, вычеркнули, всех. В общем, там такое дело, Я остался в воздухе без паспорта. Знаете, итальянцы, это самое, приключения итальянцев в России. Без паспорта. Там не принимают, здесь не принимают, не знаешь где, И, так приходилось мне полгода сидеть дома. И в течение полугода вообще читал Слово. Я просто сегодня благодарю, что именно это испытание со мной произошло. Паспорт украли, потерял, дома сидел, из дома не выходил, с утра проснулся в 8-9 и читаю, до вечера, по 10 часов, пока волнами не идут эти строчки, чувствую, что-то волны идут строчки, положу потом, уже глаза это самое уставали, но читал, наполнялся. Первый раз читал, зубрил, знаете, просто так, бу-бу-бу-бу, читал так просто ради того, чтобы когда спросят, чтобы я сказал, да, я прочитал, знаете. Но потом Дух Святой мне сказал, хорошо, заправляйся, читай. Пускай это слово ксерокопируется у тебя в сердце, пускай будет. 2 раз уже читал так, внимательно, а 3 раз вообще с тормозами и задумкой. Почему здесь так, Господь? Я просто призываю. Открыли 3:16 Колоссянам. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Я дальше не читаю. Со всякой премудростью. Слово Божие пусть вселяется сегодня. Это моя молитва и моя просто, желаю, чтобы Бог дал жажду, и эта жажда притягивала Слово внутри вас. Иисус Навин, самое популярное место, может, многие наизусть знают, 1:8. Написано, что пускай эта книга, Иисус Навин 1:8. Я верю, что будет чудо происходить. А Слово Божие, когда приходит, погода меняется. Слово Божие, когда приходит, вместе с Словом ангелы движение создают вокруг, там, где Слово Божие обитает. А Слово Божие, оно не на земле, оно в сердцах людей. Аминь. Там, где пересекается сердце человека и Слово Божие, там происходит что-то. Иисус Навин 1:8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих,
но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Это мое последнее слово, которое я желаю, чтобы мы сегодня услышали. Да не отходит сия книга из уст твоих. Да не отходит. Я хочу помолиться, чтобы слово его вселился, укоренился, чтобы новая жажда, чтобы Бог дал. Я сегодня просто говорю о жажде. Чтобы мы больше жаждали, еще больше мы жаждали, больше, чем воды или хлеба. Амос 8:11 написано, что Господь, наступит дни, уже наступило. Написано Амос 8:11, что наступают дни, когда будет больше жажды не по хлебу, не по воду, а по Слову Божьему. Господь, я сегодня молюсь, что этот день наступил для амбассада Божьего во имя Иисуса. Именем Господа, Господь, Твое Слово, пускай сверхъестественно станет жаждой каждого из нас сегодня. Отец, я молюсь, чтобы сверхъестественно всякая суета оставила во имя Иисуса. Чтобы Твое Слово стало драгоценностью, дороже всякое, Господь, всего, который вокруг жизни народа Божьего. Я молюсь, Господь, чтобы Твое Слово, Господь, еще раз жаждали. Чтобы, Господь, возлюбили еще больше, чем в начале, Господь, во имя Иисуса. Пускай Твое Слово каждый день, день и ночь станет, Господь, для нас сверхъестественной пищей для духа нашего, Господь. Во имя Иисуса я молюсь, Господь, как Твой раб стою здесь, на этом месте. Я хочу, чтобы Ты, Господь, своим словом, Господь, вселил, Господь, в сердце каждого во имя Иисуса. Пускай Слово придет и утверждает, и созидает во имя Иисуса Христа. Пускай Твое Слово принесет способность во имя Иисуса рождать. Способность, Господь, по милости Твоей, благодати Твоей, Господь. Силой Духа Святого сверхъестественно оживлять, Господь, все то, что нуждается в оживлении. Господь, оживи, Господь, все сферы жизни народа Божьего, благодатью, силой, крепостью во имя Иисуса Христа. Пускай Твое Слово будет перед очами каждого из нас во имя Иисуса. Мы благодарим, что Твое Слово становится еще больше популярным. Твое Слово, Господь, становится еще драгоценнее, чем вчера, Господь, чем сегодня. Мы благодарим Тебя, Господь, Дух Божий. Ты никакое слово не положил в мое сердце, кроме этого, то, что я передал. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты работал с каждым из нас. Во имя Иисуса Христа подними. Спасибо Тебе, Отец. Аллилуйя. Аминь.